Дивный край, бесконечная тундра, перечеркнутая вдоль и поперек множество маленьких следов. Тихо пуржит, стелится поземка, заметая дороги пути. С небольшой тропинки, незаметно вьющейся по пригорку, началась широкая, светлая и созидательная дорога жизни маленькой девочки из Аллайхи, выдающегося государственного деятеля Евдокии Николаевны Гороховой, славной дочери Лебединого края. Советская власть решительно изменила традиционный образ жизни северных народов, в том числе и женщин. Новая власть в России утвердила невиданную в демократических государствах высокую квоту представительства женщин во властных структурах. В гуще таких революционных преобразований была и Евдокия Николаевна Горохова, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Республики Саха-Якутия, персональный пенсионер союзного значения, ветеран тыла, председатель Президиума Верховного Совета Якутской АССР в период с 1979 по 1985 годы. И насколько сердце ответственного руководителя наполнялось любовью к своим современникам, таков и будет масштаб сохраненной благодарной памяти о нем. Якутия имеет уникальный опыт такого типа женского лидерства. В течение 40 лет высшую государственную должность председателя Верховного Совета Республики занимала плеяда одаренных женщин, сочетавших выполнение своих материнских ролей с исполнением высокой государственной должности. И 5 поколений женщин, председателей Верховного Совета Якутии, внесли исторический вклад в реальное признание возможностей и общественного потенциала женщин Севера. Настоящая женщина-лидер – это не должность, а призвание и жизненное предназначение. Евдокия Николаевна Горохова – именно такая женщина. Она старалась от всей души помогать своим сородичам, землякам, якутянам, россиянам, всему советскому народу в рамках тех возможностей, какие были представлены исполняемыми обязанностями. Как пишет в своих воспоминаниях Евдокия Николаевна: Начальную школу я закончила в селе Аллайха в 1936 году. Однако учиться дальше было негде. Еще не был открыт 5 класс, и я поехала в свой наслег Берелях, уже вполне грамотная по тогдашним меркам. Старшие брали меня на охоту или рыбучастки, чтобы я им читала книгу «Сана Олох». Эту книгу под конец все старики знали наизусть. Суровые годы Великой Отечественной войны испытала на себе семья Гороховых. Их рано овдовевшая мама Анна Николаевна вырастила своих детей в очень трудных условиях. Как вспоминает Евдокия Николаевна: «Я вспоминаю свою мать, Анну Николаевну. Ее сознание формировалось до революции. Живая мысль подавлялась тяжелым прессом социальной несправедливости. Надо знать дремучее прошлое якутских женщин, подлинно рабынь, чтобы понять, какой душевный подвиг она совершила, отправив своих детей учиться. Как произошел поворот в ее душе? Дело обстояло примерно так. Распахнулся полог юрты, вошел молоденький паренек, уполномоченный ЦИК и АССР Павел Модин, и в нашей юрте впервые прозвучало слово «учиться». Первую путевку в новое педучилище, которое в 1943 году было открыто в Булунском районе, получила Евдокия Николаевна. Закончив, она стала первой учительницей из местного населения в Чакурдахской средней школе. Но вскоре ее избрали первым секретарем райкома комсомола. В 1948 году ее направляют в Москву в Центральную комсомольскую школу. После окончания она была избрана секретарем Якутского обкома ВЛКСМ. В 1952 году Евдокию Николаевну избрали секретарем Жиганского райкома партии. 4 года работы были серьезной школой приобретения опыта работы в сельской местности, самостоятельного решения многих сложных вопросов социальной жизни тружеников Севера. В 1960 году Евдокия Николаевна закончила Красноярскую высшую партийную школу и была избрана первым секретарем
Аллаховского райкома партии. На этой должности она, первая из женщин республики, проработала 17 лет. В Аллаховском районе успешно и результативно решались вопросы перехода к капитальному строительству по типовым проектам, центральным отоплением и благоустройством. Одними из первых были построены котельные на жидком топливе. Районный центр Чакурдах стал рабочим поселком. На новом месте было построено для кочевников и венов благоустроенное современное село Оленегорск. В эти годы один из главных показателей сельскохозяйственного производства района, поголовье оленей, достигло рекордной отметки – 25 тысяч голов. За это время вспоминают старожилы, что действительно экономика Аллаховского района была на высоком уровне. Это время было действительно расцвета. И везде чувствовалась именно рука и забота Евдокии Николаевны Гороховой. В памяти о Евдокии Николаевне Гороховой в 2014 году распоряжением главы Аллаховского района Центральной библиотеки поселка Чакурдах было присвоено имя Евдокии Николаевны Гороховой. Родные передали часть вещей, которые имеют бесценную ценность, и мы создали небольшую экспозицию, музей внутри библиотеки, где можно увидеть воочию книги, которые она выпустила в течение жизни, ее депутатский билет, ежедневник, где она записывала свои именно мысли, какие-то вот именно те деловые заметки, которые были ей необходимы. Люди наглядно ощущали постоянные перемены к лучшему и связывали это с деятельностью Евдокии Николаевны Гороховой и с благодарностью вспоминают о ее порядочности и человечности, создавшим вокруг нее атмосферу доверия и непринужденности. Ей был чужд формализм в работе. Она учила не нотациями и указаниями, а личным примером. Работать с ней было легко. В 1979 году она была одновременно избрана депутатом Верховного Совета Якутской АССР и РСФСР. Затем на первых сессиях была избрана председателем Президиума Верховного Совета Якутской АССР и заместителем председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Ее готовила партия быть кадром. Это сегодня надо обязательно упомянуть. Потому что подготовила кадры только партия, Коммунистическая партия Советского Союза. Она, первоначально ее работа была библиотекарь, рядовая женщина, девочка. И когда она вступила в комсомол, ее заметили, ее активность, грамотность. Она и по характеру девушка такая, и женщина потом, спокойная такая была, приветливая. И ее сразу избрали секретарем райкома комсомола. Работа Верховного Совета заключалась в законотворческой деятельности. Конечно, это самая большая такая, без законов работы не будет. Конечно, все это руководили с Москвы. Это обязательно. Ага. И в это время в Верховном Совете было 205 депутатов. Почти половина там были женщины и рабочие. 20% представителей молодежи. Поэтому состав такой был, любо смотреть. Вся картина республики. Евдокия Николаевна активно участвовала в решении вопросов экономики и хозяйственного развития республики перед вышестоящими органами. В годы ее работы успешно решились вопросы, имеющие большое значение для республики. Строительство железной дороги Беркакит-Томот-Якутск, строительство Южно-Якутского территориально-производственного комплекса с городом Нерюнгри, развитие алмазной и золотодобывающей промышленности, развитие сельского хозяйства, энергетики, авиации. Евдокия Николаевна в то время основное внимание уделяла наказам
по окончанию музыкального театра. В то время театр оперы и балета назывался музыкальным театром. Она долго строилась. И я помню, как мы открывали этот театр. Евдокия Николаевна в черном бархатном платье, длинном, такая красивая, нарядная. И она открывала, там такие все были радостные в то время, вот открытие этого театра. Вот видите, как наказы, какие у нас были большие. Поэтому авторитет депутатов в то время было очень высокое. Первые годы перестройки приезжала, конечно, было тяжело, трудно, уныло. Люди. Да, у нас на памяти те дни, когда не было и продуктов, и не было денег, были чеки, ну, помним эти времена, было очень сложно. Запущено. Ну, а потом из года в год все-таки люди втянулись, поняли, как надо идти вперед. Жить надо, детей надо учить, самим надо работать. Все это люди тоже это понимают. Они остаются решающей силой, люди. В мае 1985 года Евдокия Николаевна ушла на заслуженный отдых, активно участвовала в общественной жизни и в Республиканском совете ветеранов, часто приезжала на родину в родную тундру. Свое 80-летие она отметила в родном Берелёхе, где в память об этом замечательном событии было установлено памятное сэрге. Евдокия Николаевна – мать 5 детей, бабушка 8 внуков. Дети, воспитанные ею, стали достойными людьми. Как писала в своих воспоминаниях Людмила, старшая дочь, Мама научила нас самостоятельности. Всегда говорила, что судьбу свою мы делаем сами. Все мы гордимся своей мамой. Жизнь каждого из нас вертелась вокруг нее. Будь то учеба, работа по дому, армия, воспитание детей. Я всегда поражалась ее деловым качествам, потрясающей работоспособности. Активная жизненная позиция мамы, ее трудовая деятельность, энтузиазм служат для нас до сих пор примером. В благодарной памяти народа останется навсегда светом Лебединого края, неутомимая труженица, замечательная женщина, настоящий руководитель и государственный деятель Евдокия Николаевна Горохова. По-матерински добрая и сердечная, она всю свою жизнь отдала служению своему народу.